بسم الله الرحمن الرحيم Уважаемый шейх, задано более одного вопроса, и мы объединим в один. Спрашивает, что такое джихад и каково его значение. Он говорит: я возвращаюсь к книгам о толковании Корана и к словам ученых, затем мне становится ясным значение, является ли это правильным путем. Это часть пути. Обращение к достоверным книгам. Нет сомнения, что это является из самых лучших путей. Но однако этого недостаточно. Необходимо спрашивать ученых. Быть может, ты не понял толкования, не понял хадисы, их объяснения, изучая самостоятельно. Необходимо, чтобы ты имел связь с учеными, заслуживающими доверия, и спрашивал о том, что тебе непонятно. И не ограничивайся только своим пониманием. Быть может, ты понимаешь неправильно. Этот вопрос относится к политике. Являются ли выборы правильным путем для установления суждения, правительства и управления делами мусульман? И каково ваше наставление для тех, кто испытан этим в своих странах? Избирание правителя приведено в сунне и в действиях праведных правителей. Во-первых, выбор правителя осуществляется теми, кто имеет влияние и управляет делами. Этим не занимается каждый. Нет, если обладатели знанием и руководители, а также авторитетные люди выберут кого-то, то он становится правителем, как случилось это с присягой Абу Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, когда его выбрали сподвижники из мухаджиров и ансаров вместе с Ахифату Бану Саида после смерти посланника, мир ему и благословение Аллаха. И за ними последовала вся община, чтобы правителем был Абу Бакр ас-Сиддик. И не каждый из обычных людей, мужчин, женщин, детей имеет право заниматься этим. Нет, это не является путем ислама. Второе, то, посредством чего осуществляется присяга правителю, это поручение. Если правитель поручил кому-либо, кто будет выполнять эту обязанность после него в управлении общиной, то происходит присяга, и все должны подчиниться ему. Как произошло это тогда, когда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, поручил Умару ибн аль-Хаттабу быть правителем после него. Так произошла присяга, и мусульмане подчинились ему. И в этом было благо. Либо же правитель поручает конкретным людям, поручает конкретным, определенным людям, чтобы они выбрали между собой правителя для мусульман. Подобно тому, как Умар поручил совету, который состоял из 6 человек, из 10 оставшихся обрадованных раем, и они выбрали Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, потому что он был лучшим из них и старшим из них по возрасту, и присяга ему стала обязательной для всей общины, и не проходили выборы. Этого достаточно в исламе. Это пути присяги. Или если мусульманин захватил власть над городом или народом, захватил власть мечом, а они покорились и подчинились ему, в таком случае он становится правителем. Как случилось это с Абдуль-Маликом ибн Марваном, да помилует его Аллах, когда он захватил власть, мусульмане подчинились и покорились ему, и он стал халифом. И все были довольны, хвала Аллаху. И в этом было много блага. Есть ли вопрос у сестер, или мы продолжим? Каков пророческий путь в вопросе мольбы против врагов религии? Да, обращают мольбу против несправедливых. Да пребудет проклятие над несправедливыми, да пребудет проклятие над неверующими. Делают мольбу против неверующих в общем. А что касается мольбы против конкретных лиц из них, от которых исходило посягательство и притеснение по отношению к людям, то обращаются с мольбой конкретно против него. Есть те, кто считает, что не нужно сообщать новости об оскорблении пророка, мир ему и благословение Аллаха, для того, чтобы это не распространилось. Каково ваше мнение?
Если цель распространения этого заключается в том, чтобы опровергнуть это и показать несостоятельность этого, то это является необходимым. А что касается распространения этого, без того, чтобы опровергнуть, то это недозволено, потому что в распространении этого нет пользы, однако в этом вред. Быть может, это приведет к тому, что этим обольстятся простые мусульмане или некоторые невежды и поверят этому. У нас есть вопрос. Спрашивающий говорит: «Я встречал много религиозных лекций, в которых недостаточно обращают внимание на вероубеждение. Каково будет ваше наставление?» Что? Он обнаружил, что во многих лекциях недостаточно уделяют внимание вероубеждению. Нет сомнения, что упущения имеются, и не каждому, кто выступает с речами, будет оказано сопутствие, либо не у каждого присутствует знание. Упущения имеются, однако необходима взаимопомощь в этом деле и наставление тому, кто совершил упущение или какую-либо ошибку, наставляя его и указывая ему истину. Мы зададим некоторые вопросы, которые не относятся к теме. Спрашивающий говорит: каково положение ношения резиновых браслетов, распространенных среди юношей? Мужчины не носят браслеты, это для женщин. Запрещено юноше уподобляться женщинам. К этому относится ношение браслетов. Это только для женщин. Спрашивающий говорит: каково положение и спрашивание благодати у пророка, мир ему и благословения Аллаха, и делали ли это сподвижники? Что касается снискания благодати посредством взаимоотношений с его телом, мир ему и благословения Аллаха, или с тем, что отделилось от его тела, подобно поту, волосу или слюне, то это происходило. Это является дозволенным и узаконенным. Сподвижники спрашивали благодать у пророка, мир ему и благословения Аллаха, посредством его слюны, пота, одежды. Они искали благодать посредством этого. Однако благодать и спрашивают только у посланника, не посредством кого-то другого или того, что от него осталось. Не ищут благодать от того, что осталось от Абу Бакра, Умара или Усмана, да будет доволен ими Аллах. Это является отличительной особенностью посланника, мир ему и благословения Аллаха. Этот вопрос связан с темой демонстраций. Каково положение того, кто умер в этих демонстрациях, будучи убежденным, что таким образом он помогает посланнику, мир ему и благословения Аллаха? На самом деле такой пытается найти решение, желая помочь посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Мы надеемся, что ему будет прощено, потому что его намерение было праведным. Он хотел помочь посланнику, даже если он ошибся в методе, однако он будет вознагражден за его намерение и цель. Последний вопрос предоставляется задать сестрам. Вопрос одной из студенток, в котором она говорит: как нам опровергнуть тех, которые говорят, что религия противоречит разуму, и к этому относится ислам. Также есть те, которые превозносят Запад и говорят, что их развитие достигнуто по причине подавления ими церкви. Как нам опровергать их слова? Повторите последнюю часть вопроса. Есть те, которые превозносят Запад и говорят, что их развитие достигнуто по причине подавления ими церкви. Как нам опровергать их слова? Тот, кто принижает небесные религии, становится неверующим в Аллаха. Тот, кто принижает шариат Мусы или законоположение Исы, либо шариат кого-либо из пророков, такой становится вероотступником и выходит из религии ислам. Да упасет нас Аллах от этого. В первую очередь это касается того, кто унижает законоположение ислама. Поистине такой становится вероотступником. Это непростое дело. Небесные религии следует уважать, так как они от Аллаха всемогущен и велик. Даже если они подверглись искажению, изменению, однако их основа от Аллаха всемогущен и велик. Не дозволено их принижать. А унижать стоит то, что искажено из них, так как это не из религии Аллаха всемогущен и велик. Искажение не относится к религии Аллаха, однако основа от Него всемогущен и велик. Какая оставшаяся часть вопроса? Восхищение Западом. Не дозволено восхищаться Западом. Они являются неверующими. Аллах дал им прелести этой жизни.
Не заглядывайся на то, чем мы наделили некоторых из них, чтобы подвергнуть их этим искушениям. Это блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее. Пусть нас не восхищает то, что есть у неверующих. Это вовлечение. Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние. А что касается достижений неверующих, из изобретений и производства, о которых они говорят, что они достигли это по причине подавления церкви, да, церковь является ложной, а они вышли против лжи, потому что церковь нет Аллаха всемогущен и велик, и то, что находится в них, установлено человеком и относится к действиям человека. И их выход против нее — это то, что способствовало их свободе. Наша религия не запрещает нам использовать то, что принесет пользу, не запрещает изобретать, не запрещает производить, не запрещает заниматься торговлей, не запрещает ничего из того, в чем есть польза для ислама и мусульман. Польза для общества и для отдельной личности.